Вы не представляете, как хороша земля с высоты птичьего полета. Чтобы увидеть всю эту красоту, я бросил вызов природе. Я поднялся высоко, слишком высоко, чем положено для нас, птиц. И чтобы увидеть неведомые края, я летел слишком долго, чем принято. И я был наказан за свою дерзость. И я потерял ориентир. Меня понесло воздушным потоком куда-то очень далеко. Летел и не знал, где я. Вскоре я упал, обессиленный, в какой-то долине. Я лежал и не мог уже взлететь. От долгой, мучительной дороги, от голода и холода, силы стали быстро покидать меня. Я думал, что умру в этой неведомой мне стране. Я закрывал глаза и видел свою родину, горы, солнце, звездное небо и красивых птиц, парящих высоко в небе. Я умирал. Но меня увидели и подобрали добрые люди, которые там работали. Оказывается, я долетел до самого севера Якутии, до Анапарского улуса, а это вблизи Северного Ледовитого океана. Это очень далеко от моей родины. Увидев, что я болен, истощен и ослаблен, добрые люди спасли меня. Накормили, окружили вниманием, заботой и отправили в Якутск. Дорога была очень длинная. Сначала я целый час летел на вертолете до районного центра, а потом 3 часа томился в самолете. И вот, наконец-таки мы в аэропорту Якутска. А вот и они, мои спасители, простые рабочие из прииска Маят. Спасибо вам. Если бы не вы, стоять бы мне чучелом в каком-нибудь музее. Конечно же, для безопасности меня поместили в картонный ящик. Просверлили дырки, чтобы я не задохнулся. Так я и ехал. В аэропорту меня передали сотрудникам зоопарка Ортодайду. На меня завели даже какие-то бумаги. Говорили, что я редкая птица, занесена в Красную книгу России, и что меня надо обязательно поставить на ноги. А потом я опять ехал. На этот раз уже в зоопарк. Хоть я и сильно устал, но все же мог наблюдать через большое отверстие в коробке, что там на улице. А мимо проплывали облака, проносились машины, деревья, луга. А я думал о том, что же ждет меня впереди. Я боялся, но напрасно. В зоопарке меня встретили очень даже хорошо. Орнитологи определили, что я белоголовый сип. Обитаю я в Северной Африке, Южной Европе, на островах Средиземного моря, в Крыму и Средней Азии. Я горная птица и могу часами парить в небе. Гнезда мои расположены на скалах и обрывах. Меня нельзя спутать ни с какой другой хищной птицей. Здесь, в зоопарке, оказывается очень хорошо, тихо и уютно. Он расположен в очень красивом месте. И пернатые обитатели зоопарка самые разные. Есть очень интересные, редкие экземпляры. Ребята-орнитологи сказали, что моим соседом будет черный гриф. Птица, тоже занесенная в Красную книгу. Так это же, можно сказать, мой родственник. Оказывается, его привезли в зоопарк буквально за 1 день до моего приезда. Нашел его житель села Кептени в Усть-Алданском улусе. На ноге и крыле у черного грифа есть кольца. Знаете, где он был окольцован? В Монголии. Значит, этот черный гриф проделал такой же длинный путь, что и я. А это тысячи и тысячи километров. Наверное, он тоже решил пуститься в дальние странствия, как и я.
Орнитологи сказали, что так далеко на север, в Якутию, такие птицы, как мы, не залетают. Это большая редкость. Отныне зоопарк Орто-Дойду станет нашим домом. Мы попали в руки хороших орнитологов, а значит, все будет хорошо.